Айтал Яковлев, я историк, кандидат исторических наук, работаю на историческом факультете доцентом, также работаю научным сотрудником в Институте гуманитарных исследований и являюсь еще ведущим методистом Института геокультурного развития. То есть я работаю в 3 местах. В данный момент занимаюсь вопросами изучения истории повседневности, то есть как существует человек, быт человека как существует. Также еще изучаю вопросы традиционализма в Якутии. И моя главная задача, вот самый главный вопрос, который я изучаю, почему якуты такие якуты, сахаларыди. Сейчас в 21 веке. И сегодня мне дали 20 минут, буквально, из этих 20 минут уже, по-моему, куча времени прошло. Я буду кратко, минут 15. Если будут вопросы, задавайте вопросы. Если я не смогу ответить на эти вопросы, это даже хорошо. Почему? Потому что я все равно уйду домой и буду думать, как ответить на этот вопрос. Я надеюсь, такие тяжелые вопросы будут, Сегодня я буду говорить о роли личности в становлении Республики Саха. Я СССР. Да, вот это у нас младший научный сотрудник. Да, самый младший научный сотрудник Сулустан Айталович. Так, роль личности в становлении ЕССР. Все время, мы говорим о том, что сейчас мы празднуем столетие республики, столетие ЕССР, 100 лет ровно назад, у нас появляется понятие ЕССР. Кто-то говорит, столетие республики, 100 лет государственности, и давайте мы определим сначала такие фундаментальные глобальные вопросы, которые мы должны оперировать. И все время мы слышим из телевидения, из радио, в газетах об этом пишут. Каждое утро вы просыпаетесь, открываете WhatsApp, и что происходит в группах WhatsApp? Споры о прошлом, настоящем и будущем нашей республики, нашей страны. Я даже видел одну группу, очень такая интересная провокационная группа, но я сейчас не буду называть, камеры включены, поэтому, но все спотыкаются о такое понятие, как государственность. Что такое государственность? Почему мы празднуем 100 лет государственности? Как вы думаете, что такое государственность? У кого какое мнение? Чем государственность отличается от государства? У людей должно быть такое понятие внутри. Да, что такое государственность? Как понять? Что это такое? Это подчинение человека. Это власть? Уметь подчиняться, уметь... Это дисциплина, субординация? Государственность. Ладно, давайте подойдем это государство, подойдем с другого бока. Что такое общество? Общество. Общество – это есть результат взаимодействия людей. Если не будет взаимодействия людей, не будет общества. Так написано в пособиях по обществознанию тех людей, которые хотят, сейчас сдают, буквально через 2 недели сдают обществознание ЕГЭ. Там очень просто для детей объяснять, что такое общество. Общество – это есть результат взаимодействия людей. Как звучит, взаимодействие людей? Как взаимодействуют люди с друг другом? Общаются. Язык. Согласны? Действия какие-то, смысловые какие-то моменты, это есть понятие взаимодействия людей. Если говорить с точки зрения, как раз я занимаюсь вопросами пространства, повседневность, я күннәрі олох, на якутском, күннәрі олох. Повседневность я рассматриваю как среду, как среда, где обитает человек, где существует человек, где человек взаимодействует с другим человеком, а может быть даже вещами прежде всего. Потому что мы с вами говорим о том, что человека окружают предметы, вещи, которые формируют его повседневность. Так. Да? Мало того, что удивительным образом мы с вами говорим о том, что если мы говорим о человеке, который проживает в селе, то его повседневность формирует не вещи, не предметы, а кто? Природа, животные.
Человек утром просыпается для того, чтобы покормить корову в деревне. Да? 5 раз в сутки он встает. Ну, как бы ходит 5 раз. И это очень удивительный момент. То есть человек не сам формирует свою повседневность, да, он формирует, ну, его повседневность формирует вещи, предметы и животные, оказывается. Вот кошка – это сложный технологический объект повседневности. Он ловит мышей и формирует. У кого-то есть кошка, и вы все понимаете о том, что да, она, ну да. Дальше идем. Общество – это есть результат взаимодействия людей. Людей с людьми, людей с предметами и животными. Вот это современная концепция, историческая концепция, объясняющая, что такое общество. Дальше идем. Государство. Что такое государство? Это институт. Согласен. Это институт самоорганизации человека. Да? Это самая высшая форма самоорганизации человеческого общества. Государство – это есть результат взаимодействия, правила взаимодействия людей. Если мы говорим, что общество – это признаки, а суть есть, что такое государство, да, вот, да, правильно, признаки – это территория, законы, армия, налоги и так далее, и так далее, и так далее. Но суть есть, что такое государство, мы понимаем, что если общество – это есть результат взаимодействия людей, то государство – это правило взаимодействия людей. Понятно, что в различные периоды истории развития общества, государства правила придумывали по-разному. Так? Если мы опираемся на тысячелетний опыт истории России, то 1000 лет назад, в X веке, правила взаимодействия людей придумывал кто? Князь. Так? Кто следил за исполнением законов князя? Дружина, сам князь. Кто решал, виновен он или нет? Решала его воеводы и князь. Ранняя феодальная монархия. Сейчас мы с вами говорим о том, что в Российской Федерации мы с вами говорим о том, что есть такое понятие, как демократические институты общества. Законы у нас придумывают где? Не Путин придумывает законы. Даже если Путин говорит, что вот нам нужен такой закон, этот законопроект должен пройти через федеральное собрание. Так. Кто исполняет, вот исполнительная вид власти, да, вот этот момент? Это государство. Государство имеет право использовать силу, только государство. Полицейский, как исполнительный орган, ну, как бы МВД, Министерство внутренних дел, как органы исполнительной власти. Они следят за тем, чтобы, ну, как бы делали законы. Теперь вопрос, а что такое тогда государственность? Вот я вам объяснил, что такое общество, да, и государство. А что такое государственность? Еще раз? Нет, это как бы органы государства. Отметьте себе, что государственность – это статусность и состоятельность государства и народа. Все. 2 пункта, которые помогают объяснить, что такое понятие государственность. Парадокс. Ну, это вы говорите, что работа историков – это искусственная работа. Да. Смотрите, не все государства имеют полноту государственности. Есть такое определение, схожее с понятием государственность. Об этом спотыкаются все люди, которые изучают, как сказать, развитие истории, развитие государства, общества и так далее. Это очень похожее, тонкое понятие, как суверенитет. Что такое суверенитет? Помните суверенитет? Что такое суверенитет? Я помню, как наша с вами общественность якутская, да, она всколыхнулась, когда в Конституции Республики Саха-Якутия убрали слово суверенитет и заменили слово государственность. Вот, да, вот Якутия, это там, государственность и тому подобное вещи. Как историк, как обществовед, я скажу следующий момент. Мы являемся носителями суверенитета какого государства? Российской Федерации. У нас есть паспорт гражданина Российской Федерации. Как нам вот, отходя от этой темы, да, вот как нам выдают паспорт гражданина Российской Федерации? Ну как выдают паспорт гражданина Российской Федерации? Скучно?
Там какая-то тетка сидит в окошке, кидайте вот этот паспорт в лицо, вот тут подпишись, свободен. Следующий. Ну разве так должны давать символ того, что ты есть носитель суверенитета, торжественно, под гимн, чтобы там чуть ли не Илдархан или там, ну кто-нибудь глава там вот выдавал паспорта, да, вот момент. 12 июня будут выдавать паспорта в таком формате. Я считаю, что паспорт гражданина Российской Федерации должны вот в фанфарах, зал сидит, да, вот это вот тяжелый, вот сакральный обряд, что человек стал вот гражданином, он носитель суверенитета государства. Что такое суверенитет? Суверенитет это, правильно, суверенитет, отметьте себе тоже, да, вот, это верховенство государственной власти внутри страны, запятая, и независимость принятия решений во внешней политике. Когда спрашиваешь у человека, выбегаешь на улицу, ловишь человека, спрашиваешь, что такое суверенитет, он говорит, независимость. Ну, как бы чуть-чуть неправда, да, потому что слово независимость стоит после запятой и где-то там в внешней политике, во внешней политике. А оказывается, суверенитет это есть верховенство государственной власти внутри страны. Помните, мы говорили про князя 10 тысяч лет назад, который принимал закон? Он есть носитель суверенитета. Сам. Он умирает, вот всю полноту его власти берет на себя его преемник, старший сын или старший брат. Наследник его берет. Вот помните, там король умер, да здравствует король, типа такого. Мы с вами сейчас говорим о том, что понятие государства, общества и государственность, суверенитет появляется в России 300 лет назад в эпоху Петра Великого. Именно Петр Великий. Вот смотрите, Петр Великий это первый государь, царь, который сказал, я служу России. И его подданные, да, вот эти бояре, дворяне, у них крыша поехала. Подождите. Как, в смысле, мы вам же служим, царю, государю. А царь говорит, ну я первый раб Отечества, служу России. Да, и вот у него, вот у дворян начинает меняться сознание. Олигархов 18 века, они начинают, так, подождите, оказывается, мы служим не Петру Великому, да, мы служим России. Да, вот этот момент. Мы сейчас, для нас это нормально. А для человека, который жил 300 лет назад, это был революционный подход к понятию государства и государственности. Что такое государственность, мы сказали, да? Это статусность и состоятельность. Задайте себе вопрос. В состоянии ли общество держать в руках понятие государства? Высшая форма самоорганизации общества. Высший институт общественных отношений. Так? Так. Я думаю, не способны. Как это? Вот надо его выгнать. Что такое? Что происходит? Мы говорим о том, что 100 лет Саха, якутяне 100 лет держали в руках государственность и не выронили. И вот он говорит, мы не в состоянии, и давайте к нам приедет из Москвы напишет, так, назначьте там Иванова, пусть там сидит там главой, губернатором Якутии. Так что ли? Так же вы. Вот если у вас такие настроения, ну, конечно, будет. Вопросов, ну, вот, да, уже у нас, видите, уже у нас трещина пошла. Есть такой страх, есть такой риск, конечно, да, если без шуток, то смотрите, как понять статусность? Статус – это значит место. Да, вот место. Какое место занимает иерархия? Какое место занимает государство среди других государств? Какое место субъект Российской Федерации занимает среди других субъектов Российской Федерации? Так. В ментальном плане мы занимаем очень высокие уровни. Да? Вот, когда мы знаем, да, вот мы взрослые люди, ездим по России, когда мы приезжаем, якутяне приезжают в другие регионы России, в Москву, Сахалар, ну, как бы из якутян сразу выделяется из толпы, да, вот как бы взгляд, отношение к себе, тому подобные вещи, да. У меня друзья немцы, сейчас можно говорить, да, что у меня есть друзья немцы? У меня друзья немцы, они приезжали и говорили такие вещи, у вас совсем другой взгляд, вот ты ходишь и гуляешь по улице, у людей другой взгляд, столичный взгляд, что вот мы тоже как бы, Ну, не то чтобы равнодушный, ну, кто был в Благовещенске? Да, вот Благовещенск – это вот провинциальный город.
Владивосток – это провинциальный город. Новосибирск – это столица Сибири, но тоже провинциальный сибирский город. Ну, только миллионник. А Якутск – это что? Я скажу даже больше. Я скажу даже больше, что Якутск – это центр якутского мира. Для русских центр русского мира – это какой город? Москва. В Владивостоке, вот девочки вашего возраста, студенты, те дети, которых сегодня прозвучал последний звонок, последний звонок говорят, да? Последний звонок, они сразу говорят: так, я еду в Москву. Мне этот город не нравится. Видите? А все дети в Якутии, в Улусах, как только прозвенел звонок, они куда, говорят, едут? В Якутск. Да? Я преподаватель. 1 сентября мы ожидаем огромное количество первокурсников из Улусов. Теперь вопрос, всегда ли было так? Как вы думаете? Что Якутск был центром якутского мира? Ну, для глубинки всегда. Да, для глубинки всегда. Что такое Якутск 100 лет назад, когда не было понятия автономии, когда не было понятия государственности у народа Саха? Почему мы говорим, да, алласами жили? Почему мы говорим о том, что государственность у якутов только 100 лет? Потому что только в эпоху Амосова, Барахова, Юнского Сахалар, якуты и якутяне вообще всю полноту власти смогли, взяли. Царская власть упала, государство Российской империи перестало существовать, власть государства. Помните, мы говорили суверенитет? Верховенство государственной власти внутри страны. Этой власти не было, не стало. Все встали, уехали. Губернаторы, чиновники, полицейные, которые воспитывали большевиков молодых, они все стали, уехали, и их не стало. Люди, которые появились, не то чтобы подняли, да, а именно смогли схватить вот это понятие государства, суверенитет, понятие порядок взаимодействия людей, да, вот эта ответственность за будущее, статус и состояние вот этого они взяли в свои руки и смогли как-то вот развить республику. Смотрите, что такое Якутия 100 лет назад? Это 268 тысяч человек. 268 тысяч человек. И ответственность за будущее за жизнь этих людей и ответственность за детей вот этих людей, 268 тысяч людей, да, принимает на руки, берут парни, которым сейчас сколько лет? Барахов сколько было? Амосову было 21, Барахову 25, а Юнский был вообще старик, ему было 28 или 29. Он говорил, скажите, 29 смеялись. Если бы мне вот сейчас... Да. Мы с вами говорим о том, что детства не было в то время. Детства не было, но посмотрите... 37, я считаю, что это был, человек только начинает жить, да, мне 37 лет, и если мне скажут: Айтал, давай ты крутой, отвечай за жизнь 250 тысяч человек, будешь отвечать за жизнь за этих людей? Ладно, за них, ты еще и за будущее этих людей. Я мне своих хватает этого. 268 тысяч человек, из них 210 это якуты, Сахалар. Вот такой момент. И как историка, да, сегодня у нас лекция звучит очень просто: роль личности в становлении СССР. Мы с вами говорим о том, что удивительно, да, удивительно нам повезло, что у нас были такие люди, как Аюнский, Амосов, Барахов, Арджаков, Кулаковский и так далее, и так далее. Повезло почему? Потому что те проблемы философские, жизненные, которые стояли перед этими молодыми парнями 21 года, они стоят перед нами. Да, что будет дальше с нашей культурой, что будет с нашими детьми, что будет с нашим городом Якутском, вообще Республикой Саха-Якутия в целом, как таковой. И нам повезло, почему? Потому что все написано.
оставлено вот столетний план Аюнского, там красиво написано. Мы все это сделали, это можно уже закрывать и запечатывать. Аюн Тюле Кулаковского. Все читали? Да. Вот там просто открываешь, и человек рассказывает о мировой политике в 21 веке, то, что сейчас происходит, например, да, вот один в один. Каждая запятая. Точно просто, да, вот ты такой закрываешь, говоришь. Между прочим, он это писал в 1912 году. Это даже Первой мировой войны не было. Да, вот этот момент. Письмо якутской интеллигенции. Как быть, вот, и я не понимаю людей, которые сейчас вот, ну, Инстаграма сейчас нет, как в таком масштабе, как он был раньше, но вот я не понимаю людей, которые вот каждое утро просыпаются, и как сказать вот на русском, кептонер, сахалы. Все понимаете, да, якутский язык? Ага, кептонер. Как понять кептонер? Кептону. Проклинает себя. Вот я такой несчастный, вот я живу плохо. Да, жалуется на жизнь все время, просыпается, плохо, что-то плохо живем, саха эстенерер, и так далее, и так далее, и так далее, и накручивает, да, вот это все, вот это, да. Вот помните там коучи, что время говорят, тренеры всякие разные? Как ты воспринимаешь, ну, реальность это то, что ты воспринимаешь, там, вот этот момент, и вот настраивает вибрации, и так далее, и мир становится, отвечает тем же, что ты, как вот этот мир. И кептонер. Что было в Якутии 100 лет назад? Что появляются такие люди? Я удивляюсь тому моменту, да, то, что вот человек, он верил в свой народ. Вот Барахов. Вот он был самый трезвомыслящий из этих наших Улу-Вайдарта, да, вот, основателей республики. Потому что он был самый образованный, самый начитанный, экономически грамотный. И он в республике, где 268 тысяч человек живет, из них только 2% образованные, из этих 2% образованных 90% встают и уходят куда? В Центральную Россию. Да? Якуты, вот хуже народа, как Сахалар, якуты, нет такого народа. Упертого, да? Видит, что плохо, но все равно это делают, например, да, вот этот момент. Аюнский, когда ездил по республике, он ездил агитатором, да, вот он рассказывал, объяснял, что такое новая власть, что такое власть советов, большевиков. И он, вот Татинский, он же сам Татинский, да, вот Аюнский. Он приезжал к своим родственникам, ну, как бы, родной улус, и он говорил, что вот землю надо вот так, мы будем жить вот так, женщины будут жить так, мужчины будут так жить. И ему никто не верил. И один был момент, мне рассказывали, да, то, что вот здесь можно видеть, да, вот если пойти вот так, там есть такая маленькая трибуна деревянная, типа аналог столетней давности. И вот Аюнский стоял, и он долго вот устал, кажется, да, вот у него кровь пошла из носа. И богачи, вот Байдар, они, вот смотрите, он всяко разно говорит, что вот Бога нет, царя нет, что надо жить по-новому и так далее, и так далее. Его вот боги прокляли, и у него кровь идет из носа. Не надо его слушать, давайте его закрывайте. Вот такой народ был. Ничего, никак не поменялся, да, вот один в один. 100%. Менталитет. Никуда его не денешь. Но они все время верили в будущее своего народа. Вот самое удивительное, да? Амосов, он верил, что Якутия будет богатой, ну, как бы одной из самых ведущих государств. Мы будем жить наравне с другими народами. Сейчас я мало знаю таких якутов, сахалары, которые так говорят. И если на них так говорят, это сумасшедшие, что ли? Мы же плохо живем. Как это? Да? Все в сравнении. Ну как в сравнении? А в Амурской области кто был? Вот тут наши добрые соседи. Нет, я... Владивосток, Благовещенск. Те, кто говорят так, что не верят, А-а-а. с чем-то сравнивать. С чем сравнивать, интересно? Ну да, вот, наверное, надо смотреть глобально как-то. Ну, возвращаясь к теме Барахова. Или вот как появляется личность? Вопрос. У нас удивительный момент, да, то, что правильно, да, сравнивать. Например, легко говорить о будущем народа, когда ты сидишь вот в таком зале, через микрофон. А если ты, вот Барахов, он родился 670 километров от города Якутска на запад, Верхневилюйский улус. Маленький Алас. Ну, выучились. Да, Вот в этом да, ходе. да. Аюнский, он родился в Татьяне, 350 километров от города Якутска. Ну, я там был, Алас смотрел, да, вот очень красивый Алас. Ну, Алас.
И вот Кулаковский, например, да, вот столетний план, там, да, вот письмо якутской интеллигенции, да, вот какого масштаба люди. И как появляется личность? Вот это очень такой интересный вопрос, да, роль личности. Один человек начинает работать, и в какой-то момент я даже думаю, то, что может это был такой юношеский максимализм какой-то. Да? Существует же понятие юношеский максимализм? Ну, у нас же законы философии говорят так, количество перерождается в качество. А ну какое количество? 268 человек. Рано или поздно появится. Меня на одном интервью... Ага. Но общество же оно было безграмотное. Смотрите, да? Как раз. Общество было безграмотным, бедным. Про Серошевский, про якутов писал, что это ну, как бы народ, который идет по пути исчезновения. Он не помнит своих традиций, ничего не знает, у него будущего нет. Но тогда мы должны благодарить царскую Россию за возможность учиться в то время. Ага. Ну да, это долгий исторический момент, да, вот. Это как Пушкина, да, вот гений Пушкина. Как появляется гений Пушкина? Как появился? Например, я как историк считаю, что это появляется из-за указа Екатерины II вольности дворянской. 1763 год. Пороть, наказывать дворян никто не имеет права. Полностью свободно. Они освобождаются от государственной службы, от военной службы и живут как они хотят. Воспитывают детей как они хотят. И вот отец Пушкина, да, и среда Пушкина, это было вот то вольное, свободолюбивое дворянское общество, которое появляется при Екатерине II. Поколение меняется, и появляется, вспыхивает Лермонтов, Пушкин и так далее, и так далее. А у нас же не было такого в Якутии. В Якутии не было такого. Сахалар все были инородцы, ясачный народ. Ладно, ясачный народ. Сахалар, якуты сами, своих же якутов хамбаттылар. Манчары, Василий Манчары, он же не просто оставил след в памяти народа Саха. Так же? Вот Соболино-Лисья система распределения земель, где богатеют только одни и нищие, как бы, да, вот это земли, да, вот этот монетар же, Манчары же тоже появляется феномен. И, подходя к концу, да, вот скажу следующий момент, да, есть очень интересный человек, Лев Выгодский. Да, вот если вы найдете в интернете, зайдете, да, вот социальный конструктивизм, то, что он говорит, что человек формирует среду, и, понятно, среда что делает? Формирует человека. Вот эта формула, она красиво работает сейчас в современной России, в современной Якутии, но как только мы начинаем задавать себе вопрос, как вот 100 лет назад среда была такая, но появляются такие люди, которые вот, как Емельян Ярославский говорил про Амосова, Чалхай Максим, да, вот он яркий, пламенный Максим, да, вот Умайгаджер. Человек, который в лоб со Сталиным, да, вот. Мало того, что вот это пламя, огонь Амосова был нужен советскому государству, что его отправляют к киргизам, да, казахам. Вот такой момент. Те статьи, которые писал Барахов, вот читаешь сейчас, да, они жутко звучат даже до сейчас. Такие революционные моменты он пишет, что они вот даже в нашу демократическую свободную Россию звучат как-то вот очень провокационно. Ну, я думал, буду отвечать много, но у нас времени совсем как бы сдвинулось, да, у меня лектор уже начинает, просить время. Если какие-то вопросы есть, хорошо. Есть вопросы? Если нет, то это даже лучше, да? Значит, все понятно? Ну, я просто хотела сказать, у вас вот лекция называется «Роль личности». Да, роль личности. Да. Да. Но мне кажется, в становлении любого государства все равно есть какая-то личность в основе. Не только у нас в Якутии же. Ну, везде, да. Да. Везде. Да, ну подытаживая, хочу сказать, что такое понятие, что такое личность? Личность, человек, это субъект культурной активности. Он же формирует среду, он формирует человеческие взаимоотношения. И может быть зерна, вот, да, вот как это Амосов, Барахов, да, это вот появляется вот такая почва. Реформаторы. Да, как реформаторы. Ну, они были модернистами.
Однозначно, они прогрессисты, модернисты, максималисты, может быть, да, а народ-то он традиционалист, консерватор, так же, как и сейчас. И, ну вот, тут очень много загадок, да, вот такой момент среды. Может быть, даже еще глубже копнуть где-то. Вот так. Ну, надо отметить о том, что меня как-то, ну, последний раз, все, я ухожу, ну, как-то меня спросили, в интервью, в одном интервью меня спросили, а почему в Сахаларга сейчас у якутов нет пассионариев, как Барахов, Амосов, Аюнских, да, вот, как 100 лет назад? А я говорю, есть, это народ сам такой. Народ сам такой, энергия это. Барахова, Аюнского, Амосова 100 лет назад никто не понимал. А сейчас все понимают. Да? Или не все понимают? У нас уже есть манчары 21 века. Кто? Называют. Ну, Афанасия Максимова же так называют. Ну, это политические игры. Я тут без комментариев, как бы, да, вот это уже там, да, за барьером, как говорится. Ну, манчары это как бы отдельное, другое понятие, конечно, да, все-таки. Скоро выборы. Осенью-то, может быть, выборы будут там. Любая активность, это можно считать так. И народ это понимает. У нас сейчас государство очень сильное. Да, это точно. И поэтому, да, Централизация, да. многие получают первые эти от государства и утухают. Угу. Может быть. Пассионарии. Ну Когда да. государство чересчур сильно, это тоже имеет обратную сторону. Ну да, потому что, согласен, ну, с одной стороны, если касаться римской истории, да, вот, например, Сципион Африканский, он же появляется не как тюрк, а пассионарий. Он появляется в рамках римского как бы, республики, государства. Тот же самый Гай Юлий Цезарь. Суворов Александр Васильевич. Тот же самый Пушкин. Пушкина почему Николай I царь говорит, что я буду твоим личным цензором? Не потому, что он там был кровавый, там хотел загнобить Александра Сергеевича, да, а наоборот, защитить его от посягательства государства. Далее. Так, мы начинаем спорить бесконечно, да? Ага, вопрос? Вот вы смотрели, да, театрализованное представление «Триумф» нынче, на столетие 28-го. К сожалению, нет. Нет, да? Там параллель была С Аками? между, значит, Александром, нет, Невским, Александром Невским и Омогой, который приплыл. Вот там параллель была проведена. Ну, вообще есть такое понятие, как стадионные... И даже в тексте было сказано, что это вот первые прообразы государства. Александр Невский и вот наш. Ну, Александр Невский это как бы совсем из другой песни, по-моему. Ну вот. Параллели. Надо посмотреть. И удивительно. Это я даю студентам сочинений, Дмитрий Донской и современные якуты, да? Но чтобы так, чтобы в День государственности Александра Невского. И что он возведен в лик святых. Вот все это было вот на этом театрализованном представлении. Ну, и Омогойбай. Хотя же Александр Невский же ходил к этому хану. Каракорум? Ну, это как бы там, на юге вообще. Это не наша история. Я вот не совсем поняла вот эту параллель. Ну, надо, да, тут надо копать. Интересно. Пожалуйста, поинтересуйтесь. Ага. И хотелось бы узнать ваше мнение. Ага. Хороший вопрос. Все? Если какие-то вопросы будут, то где можно меня найти? Сейчас где можно найти человека в социальных сетях? В Телеграме есть канал, у меня маленький канал, называется «Записки провинциального историка». Можно туда зайти посмотреть, задать вопрос этот же, да? Все, спасибо, я передаю слово следующему лектору. Виктор Борисович.